Всем привет, дорогие подписчики! Сегодня 12 ноября, город Якутск. Пройдемте немножко по проспекту Ленина. Это торговый центр УСЭкспо. Находится там, Илин Нер называется. Это она здесь стоит памятник писателям нашим, Семену и Сафрону Данилову. Это вот старые дома еще. Была реконструкция. Сделали ремонт домов. Ленина 34. На той стороне тоже старые дома, которые остались у нас. Это с 50-х где-то годов, 60-х. Одни из первых каменных домов в городе Якутске. А здесь стояла школа у нас. И что-то ее почему-то говорят, то 8-я школа, то 1-я школа. Вот у меня есть подписчики более старшего поколения. Вы, наверное, точно знаете, какая здесь школа стояла. Ее сейчас убрали, старое здание. На самом вроде бы в хорошем состоянии было. Сейчас посмотрим, что здесь строят. Вот такой там парадный вход есть. В Якутске у нас снег начался. Небольшой снежок. А нет, все-таки 1-я школа. Вот паспорт. Можете скриншот сделать, посмотреть. Школа номер 1 на 253 учащихся. Окончание работы декабрь 25-го. Да, ну хорошо. А то я как-то подумал, что возможно опять торговый центр какой-нибудь построить. Нет, это будет школа. А пока учащиеся этой школы, они переехали в кооперативное училище. Помните, было? Кооперативное, по-моему, называлось она. Напротив кинотеатра Лена. Сейчас там сделали школу. Видать, они потом переедут сюда, в новое здание, в 25-м году. Ну, уже, скорее всего, наверное, в 26-м. На проспекте здесь у нас пока теплых остановок нету. На центральном с одной стороны сделали теплую остановку. Это хорошо. Когда минусовая температура будет, хорошо, там можно в тепле сидеть. Давайте сейчас пройдем на площадь Ленина. Вы, наверное, видео смотрели 7 ноября. Там говорили о голосовании. То, что хотят переименовать площадь Ленина в площадь Республики. Но это голосование идет, как говорится, в очном режиме. Надо подходить в САП КПРФ на Октябрьской и там подписывать бюллетени. По интернету у них голосования, я так понял, нет. Вообще вот поэтому переименование странно все это, но нельзя историю забывать. Это вот этим переименованием, конечно, хорошо площадь Республики, но она издревле была площадью Ленина. И вот этим переименованием, вот, по моему мнению, мы придаем своих великих предков, поколения победителей, наших
дорогих ветеранов. Это мое личное мнение по этому поводу. И что такое площадь вообще? Зайдите в интернет, почитайте, посмотрите. Даже если разделят, то эта сторона будет площадь республика, а тот кусочек маленький, вот где дом правительства был при советской власти, он там как пешеходный переход идет, как тротуар. Но это уже, мне кажется, площадью не считается, так как площади являются для больших празднований, больших мероприятий, где участвует народ. Ну вот у нас, смотрите, начали делать елку. На площади Орджоникидзе елочку уже поставили, будут украшать. Кто постоянный подписчик у меня и зритель, видели открытие вот поющего фонтана. Вот он здесь находится. Можете видео посмотреть. Вот такая сейчас площадь у нас. Работники у нас, видите, снег очищают. Этим делом у нас постоянно занимается. Потому что если не чистить от снега, будет плохо. Сегодня на улице совсем тепло. Минус 15 градусов было с утра. Сейчас, наверное, минус. Вон там наверху минус 13 показывает. Но этот градусник, он не очень точный, мне кажется. Ну, хотя, в принципе, 13-2 градуса может быть отклонение. Бывшее здание Якутзолото. А вот слева вот белое. Это детский мир там был на первом этаже. Дедушку Ленина реконструкцию сделали, забор убрали. Вот он стоит. Это у нас дом торговли. Сейчас Якутск Плаза называется. Вот летом посмотрим. Здесь, видите, еще стройка продолжается. Здесь обложили стенку камнями. Там внутри, видать, бойлерная. И что-то будут делать красивое. Это детская школа искусств №1. О, телефон что-то отключился. Ну, этот телефон, видите, вроде вот тепло, а начинает капризничать. Детская школа №1 искусств. Вторая школа у нас находится на 203-м микрорайоне. Это у нас старый город там. Потом когда-нибудь сделаю репортаж. Но я про него делал давно видео. Надо будет сделать еще одно видео. Сейчас, может быть, там какие-то новые постройки есть. Давно уже там не был. Ну, дом торговли. В принципе, в таком же режиме и работает. Это у нас гостиница Дагындархан. Ресторан. Так, ну вот, что-то у меня сотовый закапризничал, не хочет снимать. Ну, вот такой небольшой репортаж. Скоро Новый год. Всем привет с Якутска, всем привет с Якутии. Для меня советская власть и Родина было одно понятие. Я убежден, для всех, кто сидит вот сейчас в зале, и для миллионов людей, которые воевали, они не за Родину и не за советскую, они шли за свою страну воевать. Для них это было понятие абсолютно одно и то же. Это вы сейчас начинаете мудрить и раскалывать
подъехидывать, так сказать. А тогда мы не ставили так вопрос. Для нас была страна. Это и есть и родина, и власть, и все. Вы считаете, что отказ от советской власти, от советов, это была ошибка вот сейчас? То, что произошло, то, что мы назвали перестройка, постперестройка сейчас? Абсолютная ошибка. Больше того, трагическая ошибка. Но не от советской власти. От той советской власти, которая была уже в конце последних 20 лет, надо было отказываться 20 лет назад. Потому что то, что они допускали, это были чудовищные вещи. Ну вот китайцы же, посмотрите, как они с этой властью, как они делают перестройку. Почему же нельзя было реформироваться в рамках Союза, во-первых, что было бы в миллион раз легче и быстрее, всю экономику не сводить ее до нуля. А надо было реформироваться в рамках Союза, когда вся экономика выстроена была для этого. Это раз. Второе. Надо было реформировать партию, как реформировал ее в Китае. И, пожалуйста, они ни на грамм не потеряли национального богатства во время реформ. И они сейчас умывают нос всем любым буржуям. Почему же у нас не хватило мозгов это сделать? Вы очень любите Китай, или это просто вы приводите как пример? Я просто вижу, как можно было немножко покумекав головой, не допускать до той трагедии, которую мы сейчас наблюдаем в стране. Я должен вам сказать, что вот сейчас много концертов для ветеранов устраивается. И каждый раз, когда я выхожу в зал и вижу лица этих людей, сегодня я по телевизору услышал одну фразу, которая меня обожгла. Вот такой ветеран сказал: лучше бы я погиб во время войны, чем видеть все, что сегодня делается. Не выдумывай. Сказал. С орденами, со всеми. У них украли победу. То, за что они боролись, им противоположное подставили сегодня. Понимаете? И трагичнее судьбы, чем у них, не придумать. Страшнее не придумать. Сделали их жизнь бессмысленной. Это величайшая трагедия для целого поколения, которое практически все полегло на полях, чтобы отстоять свободу. Мне кажется, это какая-то не мысль, это какой-то Воланд наслал этот парадокс. Понимаете? Хотя это все можно было, никто не сомневался, что нужно было реформироваться, но с головой же. Я им скажу: дорогие мои, родные мои, я бы только извинился перед ними. Только бы извинился за сегодня, от имени всего сегодняшнего дня. И попросил бы у них прощения. Искренне. Искренне. И сделал бы все, чтобы они последние хоть дни дожили по-людски. Вот все, что я сказал бы.